إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, сегодня наша проповедь «Аззавадж мас'улия». Женитьба, бракосочетание, дорогие верующие, это является ответственность. Ва аманатун – это есть доверие. Это касается мужчин и женщин, кто вступает в брак. Кто вступает в брак, они должны понимать, что они взяли на себя ответственность. Они взяли на себя амана. Ла амани ва ахлям. Это не является мечты и фантазии, не является брак. Брак является митакан гализа, Аллах в Коране сказал. Суровый договор. Люди вступают, мусульмане и мусульманка вступают в суровый договор. Они сказали, договорились, даже если не произнесли эти слова, но это является суровым договором. Многие обращаются по этому поводу. Почему я рассказываю? Потому что 2 года назад в самом Саудовской Аравии в 2022 году 50% почти таляка. Там, где стабильная более жизнь, там, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был послан пророчеством, там, где послан был Коран, 50%. Куда катится исламская община? Там, где харамейн, святыни, где 2 святыни, а не говоря уже о других странах, в других местах, развод просить стало просто-напросто, как выпить воду и выплюнуть его. До такой степени не чувствует ответственность ни теща, ни тесть, ни дочка, ни свекра, ни свекровь, ни муж, не чувствует ответственности. Аллах Субхану ва Та'аля сделал нас друг другу запретными, пока не положим между собой Коран и Сунну. Бисмиллах, аля китабиллах, ва аля суннати Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям заключается брак. Почему не чувствует ответственность, величие этого брака, почему не чувствует, дорогие верующие? Поэтому хотел рассказать об этом. И Аллах в Коране: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Иншаллах, будем размышлять об этих аятах. И среди его знамений, знамения Аллаха, Аллах сделал брак. То, что Он сотворил из вас самих жен для вас, из нас сотворил Аллах жен. Не мужа сотворил Аллах из жены, а жену сотворил из мужа, то есть из Адама. Чтобы вы нашли в них успокоение. В жене ты должен находить успокоение. И также жена должна находить успокоение. Если кто-то травит жену против своего мужа, тот будет обитателем ада. Без разницы, теща, тесть, свекровь, без разницы. Соседи, подружки, без разницы. Если посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадисе: «Лейса минна ман хабба мамраатан аля зауджиха». Не из нас, не из нашей общины является тот, кто травит жену против своего мужа. Представляете, какая опасность? Какая опасность делать разводы? Какая опасность вставать в сторону развода? Какая опасность? Говорит: имам, ты что, не можешь дать мне развода? Ла хауля ва ла куввата илля биллах. Имам не муж ваш, в первую очередь. Имам только объясняет шариатской точки зрения. В чем право, в чем нет права. И Аллах дальше нам говорит в переводе: чтобы вы нашли в них успокоение, спокойствие должно быть в женитьбе. В этом доме спокойствие должно быть. И устроил между вами любовь и милосердие. Аллах первый сказал: любовь. Любовь пропадает, может быть, с годами. Старые стали. Однако старину остается милосердие между собой. Они прошли 20, 30, 40 лет, может быть, между собой. Жили. Почему пропадает? Потому что нет ума и разума. Поистине в этом знамение для людей размышляющих, Аллах говорит. Для кого знамение? Для размышляющих.
لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ. В тафсире, говорит имам Са'ди, мужчины и женщины имеют много общего идеального подхода друг к другу. Благодаря бракосочетанию между ними зарождается любовь и милосердие. Супруги получают удовольствие от общения и близости, находя успокоение друг в друге. Они рождают детей и дают им воспитание вместе, отец и мама их, из чего извлекает огромную пользу. И, как правило, любовь и милосердие, которые связывают супругов, никогда не проявляется столь ярко между другими людьми. Аллах не сделал такими близкими никого из близких, ни жены, ни мужа. Близких сделал Аллах. Воистину во всем этом знамение для людей, которые задумываются над знамениями Аллаха и последовательно размышляют над происходящим вокруг. Аль-хаяту зауджия называют еще арабы. Супружеская жизнь, маваддату ва рахматун ва сакан, спокойствие. Как любовь, как мы сказали, милосердие, так же что? Спокойствие. Спокойствие должно быть в доме, дорогая сестра. Не делай из дома адский уголок. Не делай, пожалуйста, сестры, не делайте. Также, братья, будьте ответственны, когда вы берете в замужество сестер. Вамасулиятун, брак является ответственность, дорогой брак. То есть, дорогой брат, брак является ответственностью. Вамасулияту ва аманату ва риаятун, является как амана, ты взял на себя амана, также и забота. Также жена должна заботиться тем, чем доверил ее муж. Итак, وَمِنْ جَمِيلِ مَا يُعِينُ عَلَى فَهْمِ هَذِهِ حَيَاةٍ. Самое красивое то, что помогает понять эту жизнь такую. يُوَدِّحُ объясняет как مَسْئُولِيَةُ الْمُلْقَاتِ عَلَى عَاتِقِ الْأَزْوَاجِ. То есть муж и жена, они берут на себя ответственность, каждый из них. Представляете, они создают как компанию. Подобие компании создают. В любом компании есть главный. Голова. Управляющий, директор, хозяин компании. Другие подчиненные. Жена, она голова или подчиненная она? Она подчиненная. Почему? Потому что муж решил привести ее. Замужество называется. Она сказала, я буду следовать твоей инструкции. В любой компании есть низам, порядок. Ты зашла в чужой дом, сестра. Ты зашла в чужой дом. Ты зашла в чужую компанию. Согласилась строить эту компанию, работать в этой компании. То есть супружескую жизнь создавать вместе. Ты решилась подчиниться, сестра. Итак, дорогие верующие, и Аллах в Коране, как нам сказал, что брак является суровым договором. И этот договор что сделал? Дозволили друг другу, стали халяльными для друг друга муж и жена. На самом-то деле должны были готовить молодых людей, как семинары делать для бракосочетания, какие ответственности есть для молодых людей, для мужа и жены, что они должны в будущем. План на 50 на 100 лет. План на 50-100 лет. Сподвижницы, когда выдавали девушек, они говорили, если муж скажет то-то, то-то сделай, ты должна подчиняться, если это явно не греховное. Ты не имеешь права показывать свой характер мужу. Ты не имеешь права острыми глазами смотреть в глаза мужа, потому что муж является твоим раем. Если муж недоволен, Аллах не будет тобой доволен. Итак, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, дорогие верующие, хадисе, это Абдуллах бин Умара, насчет ответственности объясняем, что оба они являются ответственными. Как мы сказали, в Саудовской Аравии в час 8 разводов. Представляете, в 2022 году записали, статистика. В час 8 разводов. Это больше, можно сказать, женитьбы. «Аля куллукум ра'ин», сказал посланник в хадисе достоверным. От Абдуллаха бин Умара приводится этот хадис. «Аля куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан ра'iyati, фал-имаму алладhi аля ан-наси ра'ин, ва хува мас'улун ан ра'iyati, вал-раджулу ра'ин аля ахли байти, ва хува мас'улун ан ра'iyati, вал-мар'ату ра'ия аля ахли байти, завджиха ва валади, ва хия мас'улатун анхум. وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
Поистине каждый, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, из вас является пастырем, и каждый из вас несет ответственность за свою пасту. Правитель, который поставлен над людьми, людьми его поставили над людьми, сами люди его избрали. Правитель, который поставлен над людьми, является пастырем для своих подданных, и несет ответственность за свою пасту. Мужчина является пастырем для своей семьи. Наша тема. Мужчина что? Мужчина является пастырем, не женщина в первую очередь. Некоторые ошибаются, жены думают, что они являются пастырем. Не бери на себя то, что не полагается. Не понесешь, сестра, не сможешь понести. И так дальше, говорится в хадисе, мужчина является пастырем для своей семьи и несет ответственность за свою семью, за пасту. Женщина является пастырем для семьи своего мужа. Для семьи своего мужа. Номер 2, не номер 1 она. Женщина является пастырем для семьи своего мужа и его детей и несет ответственность за свою пасту. Раб человека, даже раб, раньше рабы были. Раб человека является пастырем для имущества своего господина и несет ответственность за свою пасту. Итак, каждый из вас является пастырем, и каждый из вас несет ответственность за свою пасту. Дорогие верующие, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняет нам, что муж и жена, они ответственны. Они ответственны как перед правами друг друга, так же ответственны перед Аллахом. Если они разрушают семью, разрушаются дети, их будущее разрушается. Должна задуматься женщина, когда вступает в эту компанию или в семью бракосочетания, смогу ли я пройти это испытание с будущим моим мужем. Она поэтому должна разглядеть хорошенько. Когда ты покупаешь что-то, ты же смотришь, проверяешь, узнаешь. До выхода замуж, сестра, посмотри, довольны ты и твои родители его религией. Довольна ли ты его поведением, ахляками, нравами? Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, если к вам придет человек, вы довольны его религией, вы довольны его нравами, выдавайте замуж. Но если вы недовольны этим, то не выдавайте. Если не будете выдавать, то будет фасад на земле, нечестие на земле. Для чего? Так же касается, как сестра должна посмотреть, за кого она выходит замуж, и ее вали. Вали – это опекун ее. Как отец, как дедушка, если нету отца. Если нету дедушки, отца нету, дедушки нету. Если есть сын, если нету сына, то брат. Если брата нету, то дядя. Если дяди нету, кто-то должен быть близким, может быть нету действительно, то имам этой местности должен стать для нее валием. И она должна слушаться как своего отца, как своих братьев, должна слушаться и подчиняться. Она должна отдать своим зимам управление над собой этому валию, отцу, брату должна отдать. Потому что он не понимает вопросы, мужские вопросы он не понимает. Не понимает бракосочетание, большинство этих вопросов не понимает. Они много ошибаются, поэтому они должны передать виляя, опекунство, другому, дорогие верующие, праведному, понимающему. Итак, муж является также, дорогие верующие, ответственным, как жена. Хадис передали Бухари, также имам Муслим, Абу Дауд, Джами Сагир, приводит достоверность этого хадиса. Аллах в Коране сказал в суре Аль-Бакаре 228 аяте. Приведем доказательство тому, что женщина является ответственной. Если муж соизволил обеспечивать свою жену, соизволил взять на себя ответственность, обеспечение, заботы, оберегать ее от ада, от гнева Аллаха, в первую очередь должен оберегать свою жену от гнева Аллаха. А чтобы оберегать свою жену, свою семью от гнева Аллаха, что должен делать муж? Скажите мне, пожалуйста. Муж должен научиться, что говорит Аллах, его посланник. Муж должен научиться. Если сам он не учится, дай научиться жене. Дайте научиться своим женам, иману, исламу. Если мужья не учат, пусть хоть жены учат. Они же являются матерями ваших детей. Они же являются преподавателями ваших детей. Они же являются примером для ваших детей дома, пока они будут совершеннолетие. Уже когда подступает совершеннолетие дети,
они смотрят уже на отца. На отца смотрят уже 12, 13, 14, 15 лет, они смотрят на отца. Но до этого мать для них большой герой, потому что 75% воспитания почти матери бывает. 75%. Большинство отец на улице приносит риск с улицы. Отец обеспечивает, заботится общим заботой, обеспечивает отец. Но почему не видят наши некоторые родители недостатки наши? И потом говорят, почему скандалы? Быть может, скандалы, как ученые говорят, экономическая проблема, политическая проблема, военная проблема. Из-за этого бывают тоже разводы. Также сектантские взгляды тоже бывают разводы, дорогие верующие. Поэтому не надо вступать в брак с сектантами. Нельзя брать, нельзя выходить, дорогие верующие. Аллах в Коране говорит ответственности женщин теперь. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Жены имеют такие же права, как и обязанности. Жены что? Жены имеют такие же права, как и обязанности. По справедливости. Но мужья имеют преимущество над ними. Аллах могущественный, мудрый. У жен есть права, но над ними есть обязанности. Почему? Потому что муж обеспечивал. Муж дал крышу над головой, питание, одежду, жил с ней. И теперь она должна подчиняться ему полностью, кроме запретного. Кроме запретного. Это ее одна из видов поклонения. И если она будет исполнять 5 своих фардов, как в хадисе посланника, саллаллаху алейхи, и будет слушаться мужа, она попадет в рай. Если муж будет доволен ей, 8 дверей рая откроются для женщин. Маша Аллах, сестры, вам радость, есть в хадисе посланника, саллаллаху алейхи. Очень легко, намного. Дома остается, заботится о детьми, себя воспитывает, муж воспитывает, или себя воспитывает, и детей воспитывает, заботится. Очаг хороший, маша Аллах. Чистота детей, чистота дома. Суннат женщин, пророков и сподвижниц. Что является? Чистота дома, чистая еда, опрятный дом, опрятная еда, хорошая еда приготовила. То, что из того, что есть дома, приготовила. Сара, ради Аллаху анха, жена Ибрагима, когда к ним пришли 2 ангела, гости пришли. Что она там делала дома? Она же готовила для гостей. Жена пророка также готовила. Фатима, у нее мозоли были на руках. Она просила раба, пророка, саллаллаху алейхи, чтобы помочь ей в работе. Она муку делала, сестра, ты не можешь из супермаркета купить даже муку и сделать еду. Она готовила муку, готовила потом из нее еду. Многие сестры говорят, мы же не обязаны, маша Аллах. Вы ничего не обязаны. Почему? Потому что ты не живешь в этом мире. Обязаны те, кто живут. То есть, если муж сказал, обязательно она должна делать. А так, в общем, является мустахаб. Мустахаб желательно. Если муж сказал, тем более, я через час буду, иншаллах, чтобы дома еда была. Все, обязанность пришла, приказ пришел. Итак, дорогие верующие, дальше посланник, саллаллаху алейхи, сделал такое, как говорится, мощное завещание, прощальные проповеди, чтобы не было скандалов. Чтобы не было чего? Скандалов. О заботе женщин. Если ты не воспитываешь себя в имане, в исламе, не узнаешь Аллаха, его посланника, не религию, как ты можешь воспитать свою жену? Как ты можешь воспитать своих детей? Если ты сам не берешь знаний, дай получать знания своим женам, своим детям. Знания ислама. И посланник, саллаллаху алейхи, дал последние проповеди. Хаджатуль вада называется. Прощальные проповеди. Сказал он, фаттакуллах фи ниса, бойтесь насчет женщин, фаиннакум ахастумухунна би аманатилlah, вастахлалтум фуруджахунна би калиматилlah, валакум алейхинна алла ютина фурушакум ахадан такрахуна, фаин фаальна далика фадрибухунна дарбан гайра мубрихим, валахунна рицкухунна ва кисватухунна бил ма'руф. Посланник, саллаллаху алейхи, длинную проповедь прочитал. Завещание относится этой женщине. Что говорит? Мужчинам, бойтесь Аллаха в обращении с вашими женщинами. Женщинами не просто жена, мама, сестра, дочка, жена.
женщины ваши. Ведь вы взяли их, а тут уже понятно, что вы взяли их чего? Бракосочетание, брак заключили. Вы взяли их, потому что Аллах верил их вам. Просто других хадисов, то, что приходит, это общим женщинам. А тут непосредственно бракосочетание. Ведь вы взяли их, потому что Аллах верил их вам. И для вас стало дозволенным прикосновение к ним на основе слова Аллаха «Бисмилля». «Аля китабилля ва аля суннати расулилля». Они обязаны, женщины, они обязаны не позволять сидеть на вашем ложе тому, кого вы не любите. То есть женщины, если муж говорит, я не хочу, чтобы этот человек в моем доме был. Все, не обсуждается, приказ не обсуждается. Я не говорю быть мужьям тиранами. Просто сказал муж красиво, не обсуждается. Просто мужья, дорогие братья, не будьте сами тиранами. Иногда женщина столько дров ломит, то есть не знает. Кого вы не любите, чтобы у вас не было. И если они ослушаются, то бейте их, то есть наказывайте разным методом наказания. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сиваком наказывал, избегая жестокости. Нельзя жестокости, как некоторые мужья перегоняют, палку ломают, бьют даже по лицу, не говоря уже бить. Как скотину бьют некоторые, вал'иязу билля. Это ненормальные мужья. Этих мужей, наоборот, нужно наказать по-другому. То бейте их. Некоторые берут эту цитату, бейте их и подряд бьют, как будто бои без правил проходят. Нету, братья, такого в исламе. Бои без правил с женщинами нет. Мужчина не имеет права таким образом. Даже бои без правил для нас харам. UFC, ММА харам для нас, запрещенный. Смотреть на них харам даже. Не говоря уже участвовать. Избегая жестокость, а вы обязаны кормить, одевать согласно принятому закону Аллаха. И если они ослушаются, то бейте их, повторяюсь, подобающий исламу. Избегая жестокости, а вы обязаны кормить и одевать согласно принятому исламе. В этой части проповеди посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, содержал слова такие о важности соблюдения прав женщин. И начинает женщин некоторые права. А права мужей вообще нету, что ли? Сестра, права мужей вообще вы не учитываете. Что ты не имеешь права поднимать голос перед мужем. Это права кого? До того, как ты была у себя дома, ты не имела права поднимать голос перед родителями. А теперь перед мужем. О заботе о них и хорошем отношении к ним. Ислам требует от мужа. Об этом, о важности соблюдения их прав, разъяснении их прав и предостережении от пренебрежения их правами приводится множество хадисов, дорогие верующие. И теперь человек должен задать вопрос. Зачем тогда жениться, эти проблемы ответственности? Брат, женись. Ислам призывает к женитьбе. Ислам призывает к женитьбе, и иман является половиной. То есть ты, если женишься, ты дополняешь половину части имана. Поэтому свой иман ты правильно воспитывай и бери женщину имани. Имани это имеется не просто она уверовала, приняла ислам. Когда приняла ислам, еще их нужно испытать. Испытательные сроки называются. Испытать. Раз берут сразу после ислама, она не такая, и сразу разводится. И так как перчатки меняют, сподвижники тоже были. Сподвижникам просто некогда было, они газоваты были. А ты сидишь дома, чайкаешь постоянно, от тебя просто надоело жене. Они газоваты, похода были. Они просили развода, потому что они редко бывают дома. А сегодня постоянно дома сидят. И цель женитьбы, половина имана является, дорогие верующие. Ибада является, дорогие верующие, если ради Аллаха ты себя приостанавливаешь от харама, смотреть на харам, делать харам, это ибада. Если ради Аллаха ты женился, ради Аллаха ты создал семью. Умар ибн Хаттаб сказал, мы женимся для того, чтобы были единобожники на земле больше. А мы знаем с хадисов посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, когда единобожники исчезнут с земли, будет конец света. Единобожники, муахиды.
Итак, дорогой верующий, Аллах в Коране сказал насчет теперь ответственности. Кто является дома ответственным? الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Мужчины, Аллах говорит в Коране, мужчины старшие, главные, руководители. Над кем? Над женщиной. Женщина слабый пол. Она же не идет на войне в первых рядах, не воюет женщина. Вы где видели, что первый батальон женщин погибает, делают самопожертвование? Где видели? Самых боевых действий, где видели женский батальон? Есть? Нет. Мужской пол. Почему мужской пол? Потому что сильный пол. Поэтому женщина не может быть впереди никогда. Старший является над женщиной, потому что Аллах дал одним преимущество перед другими, потому что они расходуют свое имущество. Праведные женщины, покорные, благодаря заботе Аллаха, хранят то, что положено хранить в отсутствии мужей. Праведная женщина хранит то, что мужа. Ее дом, имущество, детей. А тех, чьей непокорности вы опасаетесь, если женщины, непокорность вы опасаетесь, увещевайте, напоминайте насиха. И не разделяйте с ними ложи и бейте их. То есть наказывайте, опять мы говорим, в стадии наказания. Не сразу силаком. Сначала увещеваешь, напоминаешь, не понимает, голос поднимаешь, не понимает, ложек делишь, то есть не обращаешь внимания в одном постели. Бойкотируешь, имеется в виду, коротко говоря. Дальше, сивак в конце концов поднимаешь. То есть сивак, такой бывает сивак. Если не понимаем. Если же они будут покорны вам, то не ищите возможности обидеть их. Не обижайте сестер. Это же ваша сестра в исламе. Поистине Аллах возвышенный, великий. Суры, 4 суре, 34 аяте это приводится. Конечно, Саади очень много толкований сделал насчет этого аята. Жена находится, дорогие верующие, в зависимости от своего мужа, и его обязанности входит заботиться о том, кого Аллах велел ему беречь и охранять. Она же обязана быть покорной своему Господу и своему мужу, жена. Итак, дорогие верующие, иншаллах, следующие слова Вахб бин Джабир приведем в втором хутбате. Акулю каули хаза, астагфирлаха ли ва лакум, баракаллаху ва лакум фи Куране ва сунна. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. Говорит нам Вахб бин Джабир, рассказывал однажды вольноотпущенник. Был рабом, стал вольноотпущенником. Абдулла ибн Амр, да будет доволен Аллах, сказал ему: я хочу провести месяц в Иерусалиме. Маша Аллах, поклоняться, ибада делать, как некоторые идут в хадж и умру. Абдулла спросил его: а ты оставил в своей семье то, что им достаточно из продовольствия на этот месяц? Если ты уходишь куда-то, оставляешь в своей семье то, что на месяц. На месяц уходишь, месяц оставляешь. На год уходишь, год оставляешь. Тот ответил: нет. Тогда он сказал: вернись к ним и оставь то, что им хватит на этот месяц. Ибо поистине я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе: «Кафа биль мар'i ифман ан юдайя ма якут». Достаточно будет греха человека, если погубит он тех, кого он должен кормить, обеспечивать. Мы видим некоторых, маша Аллах, братьев, мусульман, но очень слабый иман, потому что бросает своих семей, потому что не заботится за своими семьями, за кого он отвечает. И посланник, саллаллаху алейхи правильно сказал, что достаточно греха, то есть он должен давать иман, ислам, обеспечение необходимое, не комфорт последний номер, не пятизвездочный, необходимый. Достаточно греха. И в другом хадисе посланник, саллаллаху алейхи сказал, этот хадис достоверный был, привел его Таялиси, и также
Шейх Ахмад Шакир и другие подтвердили достоверность этого хадиса. Также Сахих аль-Джами аль-Сагир приводится достоверность этого хадиса. Абу Хурайра, ради Аллаху анху, также приводит другой хадис. Проблема женщин, которые разносят слухи с своей дома, со стороны тещи, проносят слухи домой. Или со стороны свекрови, с этой стороны, разносят сплетни. Должны дать понять жене, что нельзя разносить. Это разносит огонь. В хадисе посланника, саллаллаху алейхи, говорится: «Кафа бин мари ифман ан юхаддиса бикулли ма сами'а». Достаточно для человека греха, если он рассказывает обо всем, что он услышал. Нельзя рассказывать. Сестра, жена, успокойся, нельзя разносить. Остановись, оставь. Баракаллаху фикум. Должны быть границы, низам, порядок. Просим Аллаха субхану ва тааля, дорогие верующие, красивыми именами, красивыми атрибутами Аллаха, чтобы Аллах сделал нас и наших матерей, наших жен, наших сестер, наших дочерей праведными. Просим Аллаха субхану ва тааля, чтобы наших братьев, мужей, чтобы Аллах сделал их праведными. Просим Аллаха субхану ва тааля благополучия всем семьям. Просим Аллаха субхану ва тааля милости и милосердия Аллаха субхану ва тааля всем семьям, дорогие верующие. Просим Аллаха субхану ва тааля всем семьям наставления на истинный путь. Просим Аллаха субхану ва тааля, дорогие верующие, чтобы Аллах дал нам понять обязанности семейные, какие есть. Просим Аллаха субхану ва тааля, дорогие верующие, чтобы Аллах открыл двери рая всем семьям, дорогие верующие. Аллахумма амин. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأنت أقم الصلاة.